Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Исполнилось 120 лет со дня рождения классика абхазской поэзии Юга Кугония. В Академии наук Абхазии прошло общее собрание по итогам 2023 года. Что войдет в очередной выпуск кулинарной программы «Поедим, поедим», когда она выйдет в эфире, и о планах съемочной группы в репортаже наших корреспондентов. Президент Аслан Бжаня провел заседание координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства международного аэропорта Сухум. Обсуждались вопросы соблюдения графика работ. На данный момент на строительной площадке генеральный подрядчик проводит масштабную мобилизацию строительной техники и рабочего персонала. Начат ремонт взлетно-посадочной полосы. Ведутся работы по расчистке обочин, сносу старых зданий и сооружений. Силами МЧС Абхазии проводится обследование территории на наличие взрывоопасных предметов, а также расчистка территории деревьев и кустарников. Президент подчеркнул важность своевременного и качественного выполнения работ по реконструкции аэропорта. Он поручил ответственным лицам обеспечить координацию действий всех участников проекта и соблюдение установленных сроков. Премьер-министр Александр Ангваб принял делегацию ливанской абхазской диаспоры во главе с председателем Черкесской ассоциации Ливана Риядом Цыба. На встрече, в которой приняли участие председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харази и депутат парламента Нарсу Салакая, обсуждались вопросы организации взаимодействия по гуманитарной линии, развитию делового сотрудничества, а также возможности репатриации соотечественников, желающих вернуться на этническую родину. Александр Ангваб подчеркнул, что вопрос взаимодействия с диаспорой является одним из приоритетных, и руководство республики намерено и дальше развивать сотрудничество с соотечественниками за рубежом. Продолжаются командно-штабные учения вооруженных сил Абхазии. Основная цель – повышение полевой выучки и слаженности действий войск и сил при решении задач в кризисных условиях. В учениях принимают участие подразделения вооруженных сил, а также представители всех силовых структур республики и 3 резервных бригады города Сухум, Сухумского и Чемчирского районов. Перед началом практических занятий в главном командном пункте были заслужены доклады начальников управления и их заместителей. Ими были отмечены задачи, стоящие перед подразделениями. В учениях задействованы боевые дроны абхазской армии. Участники социальной платформы «Будущее Абхазии» намерены провести информационную кампанию в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба в ходе встречи с руководителем Россотрудничества в Абхазии Дмитрием Федотовым. Также министр сообщил, что прорабатывается идея проведения в нашей стране молодежного фестиваля в формате «Республика Абхазия», «Российская Федерация», «Республика Беларусь». На встрече шла речь и о поступлении абитуриентов из Абхазии в ведущие вузы России. Ардзинба выразил благодарность Россотрудничеству за поддержку. Хочу выразить вам благодарность за поддержку нашей молодежи, наших абитуриентов. Это чрезвычайно важно. Наша молодежь действительно стремится к получению высококачественного образования в Российской Федерации. Подавляющее большинство нацелено на то, чтобы потом вернуться в Республику Абхазия. Поэтому для нас молодежь – это большая надежда молодежи и образования. Молодые люди собираются запустить целую информационную кампанию «Абхазия за Путина». Я думаю, что это о многом говорит, и хочу вам передать слова нашей молодежи. Мы сейчас прорабатываем идею проведения в текущем году трехстороннего молодежного фестиваля, который мог бы пройти в Республике Абхазия в формате Абхазия, Россия, Беларусь, пригласить молодежные организации, ведущие из Российской Федерации, Республики Беларусь, и провести такую дискуссионную площадку в нашей стране с элементами культуры, с элементами спорта, возможно, пляжного спорта, как мои коллеги предлагали. На мой взгляд, это было бы яркое мероприятие, которое позволило бы дополнительно укрепить контакт, диалог между
молодежными сообществами наших трех стран. Партии «Народный фронт Абхазии» и Амцахара поддерживают кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. В преддверии выборов, назначенных на 17 марта, во всех районных отделениях партии состоялись заседания, где и была озвучена единогласная поддержка кандидатуры Владимира Путина. Председатель НФА Лаша Сакани, председатель Амцахара, герой Абхазии Лёсик Цугба призывают граждан, имеющих российское гражданство, прийти на избирательные участки и проявить свою активную гражданскую позицию. В Верховном суде Абхазии коллегия судей под председательством судьи Майя Квициня приступила к оглашению приговора по делу о тройном убийстве, имевшего место на набережной Махаджира в Сухуми в 2019 году. В состав коллегии судей Верховного суда входят Майя Квициня, Генри Гамисоня и Роман Кварчи. Оглашение полного текста приговора и его вводной, описательной, мотивировочной, резолютивной частей может занять больше 1 дня. Сотрудники Управления экономической безопасности МВД проводят контрольные мероприятия по соблюдению норм качества реализуемой продукции. Речь идет о выявлении небезопасных для здоровья граждан алкогольных напитков. Детали в материале пресс-службы ведомства. В преддверии летнего курортного сезона МВД Абхазии приступает к подготовке мероприятий по обеспечению безопасности и правопорядка на территории всех популярных туристических маршрутов. Сегодня на побережье немноголюдно, но буквально с середины весны в общественных местах развернутся развлекательные комплексы и дегустационные залы, точки выносной торговли кавказскими продуктами и напитками. И здесь особо важно соблюдение норм качества реализуемой продукции. По указанию министра внутренних дел Роберта Кьют, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции осуществляет системный мониторинг объектов розничной торговли и качества реализуемой продукции, в частности, выявление небезопасных для здоровья граждан алкогольных напитков. Данные мероприятия направлены на защиту прав потребителей. В прошедшем сезоне 2023 года в результате контрольно-профилактических мероприятий было изъято и утилизировано порядка 12 тонн контрафактной алкогольной продукции. Проверки с целью выявления продукции, не соответствующей качеству и стандартам, а именно реализуемых виноводочных изделий суррогатного производства, проводились на территории городов и курортных районов республики. В результате исследования отобранных образцов в Государственном комитете по стандартам потребительскому и техническому надзору выявлена и изъятая продукция признана непригодной к употреблению. Министерство внутренних дел Республики Абхазия предупреждает о необходимости наличия разрешительных документов, удостоверяющих законность и качество производимой и реализуемой алкогольной продукции. Реализация продукции без сертификата соответствия, удостоверяющего безопасность для жизни и здоровья людей, является административно наказуемым правонарушением, и лица, занимающиеся противозаконной деятельностью, будут привлекаться к ответственности. 13 марта исполнилось 120 лет со дня рождения классика абхазской поэзии Юлы Когоня. Юла Когоня прожил недолгую жизнь. Он оставил яркий след в отечественной литературе. За отведенные ему судьбой 24 года он написал множество стихотворений и 8 поэм. В Национальной библиотеке имени Папаскир прошел вечер памяти поэта, организованный Союзом писателей Абхазии. Классик абхазской поэзии Юла Когоня внес большой вклад в развитие национальной литературы. Судьбой ему было уготовано прожить недолгую жизнь, но поэт оставил за собой яркий след. Юла Абасович Когоня родился в селе Кутол. После окончания школы учился в Сухумской учительской семинарии, где его преподавателем был патриарх абхазской литературы Дмитрий Гулия. Активно участвовал в работе литературного кружка и издании рукописного журнала «Утренняя звезда». Юла Когоня с детства интересовался устным народным творчеством, сказками, героическими сказаниями, народной поэзией, пословицами и поговорками. Впоследствии фольклорные материалы легли в основу его поэзии, в частности поэм. Юла Абасович начал писать в годы учебы в учительской семинарии, однако эти произведения не сохранились, как не сохранились его фольклорные записи. Печататься начал с 1920 года. Первая его статья «Насколько полезно образование» была опубликована в газете «Апсны». В том же году и опубликовано было первое стихотворение «Бедный вор». Его в народе называют, наши писатели современные называют абхазским Пушкиным. Сравнивают
с величайшими поэтами мира. А еще Ио Когоня остался в памяти как человек, который, имея талант, не имея материальных возможностей, столько достиг и всегда спешил, что и говорил, что у него не хватает времени. У него нет ни на что, не хватает времени. Так быстро и день проходит, и ночь проходит. Надо мне создавать, потому что это как-то свыше дано мне сказать обо всем. Ио Когоня является автором многих стихов и 8 поэм «Абата Абислан», «Навеем Зауч», «Хмыч Охотник», «Как маршановцы уничтожили друг друга», «Зусхан Ачба и сыновья жена Абислана», «Мшаку Каратышка» и «Пап Барашит», «Сиван Мырзакан», «Ашу Баданака» и «Карачаевец Бакук». В поэмах автор поднимает тему дружбы, верности, предательства, мужества, чести. Поэмы написаны на базе народных сказаний и рассказов. Почти во всех поэмах в центре внимания поэта Апсура – национальная этика ее функционирования. Ио Когоня – личность уникальная, творчество его тоже уникальное явление не только в абхазской, но и в мировой литературе. Дело в том, что судьбой не было ему дано пройти тот путь, на который обычно уходят десятилетия. Я имею в виду поэтическая юность, поэтическая зрелость, обретение статуса мастера. Ему пришлось сразу же шагнуть на тернистый путь поэзии уже в статусе мастера. И в силу его природной одаренности, в силу его природного таланта и в силу его ответственности перед своим народом, перед Абхазией в начале XX века, рванувшейся к просвещению. С 1925 по 1928 годы Ио Когоня – студент Московского государственного института журналистики. В Москве он был корреспондентом абхазских газет, присылал в Сухум различные материалы культурного характера. У семьи не было средств помогать ему систематически, а стипендий молодому поэту не хватало на жизнь. Зимой Ио Когоня иногда не мог посещать занятия из-за неимения соответствующей одежды. Это не могло не отразиться на здоровье поэта. В 1928 году, незадолго до окончания института, Ио Когоня тяжело заболел туберкулезом. Врачи не смогли ему помочь. Он ушел из жизни в возрасте 24 лет. В его стихах нет ни страха перед надвигающейся смертью, нет ни какой-то такой фатальной обреченности и мрачности, а есть всего лишь такая светлая грусть, потому что, к сожалению, мало ему отпущено времени. А сделать он хотел в поэзии очень многое. И вот свидетельством тому еще одно такое небольшое его стихотворение. «Время движется, я мальчик, время движется. Как-то сразу дни нахлынут и растают. Закрывается раскрашенная книжица, и мужчины из мальчишек вырастают. Время, время, ты куда несешься бешено? Так и падают секунды, часто-часто. Поторапливаешь конного и пешего, у меня крадешь минуту ежечасно. Ты бежишь себе неведомыми тропками, оставляя нам зарубки и пометки. Придержи, прошу, часы свои коробки. Сделай милость превеликую, помедли. При жизни Ио Когони вышел его сборник поэмы «Старинные рассказы». Впоследствии сборники его произведений неоднократно переиздавались. Ряд стихов и поэм перепечатывались в журналах «Алашара», «Амцебс», «Аква», «Апсныкапш» и так далее. Стихи Ио Когони переводились на русский язык, переводы издавались отдельными книгами. Ио Когони ушел из жизни рано, но его звезда на небосклоне не только абхазской, но и мировой поэзии продолжает светить ярко, отмечалась на вечере памяти поэта. Алика Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение. Ученому языковеду, академику Шоте Арста за достижения в науке присвоена золотая медаль Академии наук Абхазии. Шот Арста стал первым, кто удостоился этой медали. Об этом сообщил президент Академии наук Абхазии Зураб Джопу на общем собрании Академии наук, посвященном подведению итогов работы за 2023 год. На собрании также представили изданные в прошлом году книги, вручили дипломы кандидатам наук, почетные грамоты и поощрения,
отличившимся ученым. Репортаж Ульяны Рожковой. Академия наук Абхазии проводит общее собрание ежегодно. Академики обсуждают итоги года, вопросы рабочего характера и отмечают тех, кто отличился успехами в науке. Президент Ана Зураб-Джапу открыл встречу особой новостью. Первый президент Академии наук, ученый-языковед Шота Аристава удостоен золотой медали Ана. Шота Аристава стал первым ученым, получившим эту награду. Шота Константинович награждается золотой медалью за достижения в науке. Анна осуществляет свою деятельность в целях обеспечения преемственности и координации фундаментальных и поисковых научных исследований, проводимых по важнейшим направлениям общественных, гуманитарных, естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных наук, экспертного научного обеспечения, деятельности органов государственной власти, научно-методического обеспечения, научной и научно-технической деятельности научных и образовательных организаций. Прошедший год был довольно продуктивным для Академии наук. Абхазские ученые проводили активную работу, участвовали в конференциях и форумах. Несмотря на некоторые трудности, исследователи АНА за год опубликовали книги и монографии, а также 144 статьи для первого энциклопедического издания. «Абхазия. Краткая энциклопедия» в 2 томах. Сотрудниками Академии были проведены научные исследования по 121 запланированной теме. В прошлом году абхазские ученые в заочной и очной формах участвовали в более 200 республиканских и международных научных форумах. Научной работой занимались 21 аспирант и 5 соискателей. Как поделился член-корреспондент АНА Январби Экба, важно предоставить юным ученым рабочие места для дальнейшей их деятельности. Я хочу отметить, что несмотря на сложности, которые имеются у нас в работе, в целом институты Академии достаточно на хорошем уровне сработали по количеству публикаций, по конференциям, по выпуску книжек. По всем этим показателям мы идем неплохо и с определенным прогрессом, с нарастанием, особенно по части подготовки молодых кандидатов наук. Наука занимает важное значение в жизни аспиранта 3-го года обучения Валерия Аджинджал. Несмотря на молодость, ученый уже попробовал себя в области медицины и образования. Свое будущее вижу я в 3 направлениях. Это медицина, это здравоохранение, раз направление. Это наука, безусловно, и образование. Во всех 3 областях я себя немножко попробовал. Сейчас в основном занимаюсь направлением науки. Я надеюсь, что в будущем тоже получится совсем работать и быть полезным нашему государству. Большинство членов АНА наряду с научной занимаются и преподавательской деятельностью в АГУ и Сухумском открытом институте. Одна из главных задач Академии – создание условий выявления талантливой молодежи и поддержка их научной деятельности. В завершении встречи почетными грамотами и денежными призами были награждены особо отличившиеся молодые ученые. Ульяна Рожкова, Валера Кокоскир, Абхазское телевидение. Состоялось 2-е заседание Общественного совета при аппарате уполномоченного по правам ребенка. Члены совета обсудили порядок организации телефона доверия для детей, подростков и их родителей, а также формирование рабочих групп и направлений их работы и состава. Кроме того, обсуждались вопросы улучшения профилактической медицинской службы и качества питания в дошкольных и школьных учреждениях и статус открытия кризисного центра. Председатель Госкомспорта Абхазии Тарас Хагба и вице-президент Федерации парашютного спорта России Александр Иванов подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились об усилении взаимодействия в сфере парашютного спорта. Документ предусматривает обмен опытом и специалистами для достижения позитивного результата во всех сферах участия в тематических форумах и мастер-классах, помощи в планировании и организации тренировочных сборов.
Программу «Поедим телеканала НТВ снова снимают в Абхазии. Уже отснят процесс приготовления известного хачапура «Лодочка» в ресторане «Нарта». Один из эпизодов программы будет снят в абхазском дворе на Бзыпе, где расположен стеклянный мост. В передаче планируется показать те места, которые еще малоизвестны туристам. Зеленый каньон, 3 котла, водопад Велика. Что же войдет в очередной выпуск кулинарной программы «Поедим». Когда она выйдет в эфир и о планах съемочной группы в репортаже Гугуцы Вардания. Кто из нас не любит вкусно покушать? Ну а если совместить замечательный обед с блюдами из национальной абхазской кухни, с прогулками по достопримечательностям страны души, то получится двойное удовольствие. В Абхазию за гастрономическими приключениями вновь отправилась съемочная группа программы «Поедим». Запах ароматных специй и вкусная национальная кухня, прекрасные горные и морские пейзажи. Все это заставляет вновь и вновь возвращаться в страну души съемочную группу «Поедим». Ведущий программы Федерико Арнальди в Абхазии уже в 3-й раз. За это время он успел не только попробовать местные блюда, но даже завести знакомых и начал учить абхазский язык. Горожане ему в этом помогают. Несколько слов я уже, как сказать, могу произнести. Например, «Сераумас апсны, чай дар ямоп». Сейчас. И табу. Ведущий знаменитой кулинарной программы поделился, что приезжает в Абхазию с удовольствием, как на родину, в Италию. Мне кажется тоже, что я тоже родился здесь, потому что от первого дня мы столько тепла получали, и даже чисто ко мне, но я же итальянец, и здесь в Абхазии каждый день меня напоминает о том, как они обожают и любят Италию, как они чувствуют эту близость с Италией. Поэтому с самого первого дня я чувствовал себя как будто дома. Абхазскую кухню съемочная группа «Поедим» называет гастрономическим приключением. Кажется, за несколько путешествий в страну души они попробовали все. Традиционную мамалыгу и фасоль, ачопа и араших, амгял, и даже жарили козленка и цыпленка на вертеле. Но Абхазия вновь удивила разнообразием вкусов. Вчера вечером я открыл для себя высокую абхазскую кухню. Впервые. Я такой даже не слышал и не видел ранее. И, как раз здесь в Сухуми есть заведение, есть такой молодой чудо-шеф-человек Шамир, который мне приготовил все ваши блюда традиционные, но абсолютно на новом ключе. Это было просто невероятно. И даже в кадре я это сказал, что я комментировал про взгляды моих операторов, моих коллег. Они обычно снимают и как-то немножко завидуют, что я ем, они нет. Но вчера они меня так ненавидели, потому что они видели мой восторг в лице, да. И они думали, когда ты оставляешь нам что-то, а когда ты нам оставляешь что-то? А я не мог останавливаться, ел. Обычно в дегустации происходит так. Что-то попробовал, так комментировать, дальше иду дальше, пробую что-то новое. А вчера я просто не мог останавливаться. Здесь, в Сухуми, тоже я пробовал самые вкусные дар ямоп ачап. Хачапур, в виде лодочки, но самый вкуснейший в моей жизни. Настолько вкусно, что я подумал. Обычно для меня хачапур это просто типа как хлеб, который ты с чем-то ешь. А тот ачап это прям король стола, который хочется самостоятельно есть. Для меня это было открытие. Потом ачапа я приготовил впервые. И также удивился тем, что узнал, что ваши соленья, они фиолетового цвета не из-за свеклы, как я думал, а именно из-за ягод. Для нас всех в команде было невероятное открытие. За время работы в Абхазии съемочная группа «Поедим» не раз бывала на местных рынках, ловила рыбу, охотилась с жителями, посещала самые красивые места, рассказывала о культуре и традициях абхазского народа на телеканале НТВ. В этот раз у режиссеров передачи цель показать Абхазию, которую еще не видели, ведь Апсны умеет удивлять не только разнообразием вкусов, но и своими пейзажами. Люди думают, а что бы я такое увидел, хотел увидеть в Абхазии. И мы попытались найти такие места, которые
незаезженные, которые большинство россиян пока еще либо не знают, либо мало кто из россиян эти места знает. И поэтому мы отправились на водопады. Например, я лично сама не знала, что все знают Гекский водопад. Ну, все знают, девичьи слезы. А там, где мы вчера были, это же вообще чума. Ну, как бы... Мы даже не догадывались, что такое есть. Вот какие девичьи слезы после того, что я видела вчера великана Ирины, и там вся долина в этих маленьких водопадиках. Обалденное место. Или там позавчера мы ездили, вот 3 котла и Зеленая долина. Там же можно снимать, я не знаю, там, как ты фильм сказал? Парк юрского периода, да. Вот. Там либо новая версия «Аватара». Ну, то есть это фантастическая природа и такие места, которые... Но, опять же, неизвестны большинству. Несмотря на то, что сейчас ведутся съемки необычной Абхазии, выпить чашечку кофе на знаменитой Брехаловке – это уже традиция. Сегодня мы не снимали, мы просто для удовольствия здесь, в этом месте. Сегодня мы не снимали Брехаловку как локацию, потому что она была в прошлой программе. Но, естественно, как не выпить кружечку кофе, будучи здесь, на набережной. Еще одна цель нового выпуска из Абхазии – показать, что отдыхать в стране души можно в любое время года. Работает команда с утра и до поздней ночи, ведь нужно охватить многое. Потому что локаций много, мы все-таки хотим как можно больше показать. Поэтому отдыхать нам не удается, но хотя бы, что погода прекрасная, море, это все равно мы же как бы атмосферу чувствуем. И, конечно, это проще, когда ты много работы, проще работать в такой обстановке, чем там, где там, на Камчатке, да? Когда снег минус 100. Несмотря на сложный график, страна души иногда непроизвольно заставляет забыть о работе. Отвлекают живописные горы, кристально чистые озера, таинственные пещеры и водопады. А еще мандариновые деревья с сочными плодами. Именно в Абхазии был такой случай у нас. Мы приехали в сезон мандаринов. Это в один из раз, когда мы приезжали. И поехали снимать вот аллею мандаринов, там вот мандариновый сад, где они растут. Подошли к дереву, а нам надо снимать, то есть вы понимаете, да? И в какой-то момент мы ловим себя на мысли, что мы уже 20 минут стоим, едим мандарины, под нами вот гора... Под нами гора кожуры от мандаринов, и мы понимаем, что мы не работаем, а едим мандарины. Но они были очень вкусные. Теплые связи со съемочной группой передачи сложились благодаря Министерству по туризму Абхазии, которое всячески поддерживает подобные проекты. И, конечно, благодаря экскурсоводам, которые помогают достойно представить нашу страну. Так получилось, что со мной связалось Министерство по туризму Республики Абхазия. Благодаря им я познакомилась с Федерико. Это наша первая встреча, надеюсь, не последняя. Но, тем не менее, мне удалось из 4 2 дня с ними поработать, быть на абхазском застолье, показать нашу столицу. Ну, колоссальное удовольствие и опыт приобретаешь, когда вот с такой съемочной группой работаешь. Величественные водопады, таинственные пейзажи и, конечно, абхазское застолье. Смотрите 27 апреля на телеканале НТВ в самой вкусной передаче «Поедем, поедим». Гугу Цавардания, Камила Джопова, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 14 марта на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Днем без осадков, ближе к вечеру местами дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 11-16. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.